Здравствуйте, добрый день. Я продолжаю свои размышления о кинематографических проектах, интересных для мирового зрителя, начатые видеозаметки о кино, и о сибирской и степной тематике в кинематографе, в которых я подчеркиваю, что для успеха фильма в мире он не должен быть труден для восприятия. Зритель должен быстро понять стремление главных героев, начать им сочувствовать и надеяться на то, что их цели сбудутся. Во Франции в год производится около 400 полнометражных фильмов, а новых романов публикуется на порядок больше. Вероятно, только около 100 фильмов представляют собой экранизацию новых романов. Поэтому неудивительно, что романы Марк Альфред Пеллерин еще не экранизированы. То, что их действие происходит в Якутии, дает надежду якутским или другим российским кинематографистам побудить французских кинематографистов к совместному кинопроизводству. Раньше существовал фонд совместного кинопроизводства со странами Восточной Европы под патронажем Министерства культуры Франции, с секретарем которого Сесиль Жадловский я познакомился в начале 1996 года. Этот фонд рассматривал сценарии авторов из России и других стран Восточной Европы, для лучших из которых подбирались в соавторы французские сценаристы с целью адаптации для европейского и мирового зрителя. Потом происходил поиск продюсеров и выделялся льготный кредит, который должен был погашаться после выхода фильма от получаемых доходов. Например, фильм Никиты Михалкова «Урга» частично снимался на их деньги. Заметим, что этот фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля и был удостоен Государственной премии Российской Федерации. В это время я еще не был знаком с Марк Альфред Пеллерин и летом 1996 года организовал в Якутске совещание с участием режиссера Алексея С. Романова, члена Союза кинематографистов России и художественного руководителя компании «Сахафилем», знакомых писателей и журналистов для обсуждения тем сценариев для совместного франко-якутского кинопроизводства. Оказалось, что Алексей Семенович увлечен темой фильма «Чукча в Москве» и занят связанными с этим всевозможными переговорами. Я предложил другим подумать о сценарии фильма на основе жизни француженки Жанны Манье, ставшей членом Якутского ревкома, то есть революционного правительства Якутии. Отталкиваясь от этого факта, можно было бы сочинить приключенческий сценарий. Молодая красивая француженка приезжает в Якутск преподавать в женской прогимназии. Неожиданная любовь, шаман, экзотика, красивая природа, гражданская война, приключения и перестрелки в тайге. Восприняли идею с энтузиазмом, но потом угасли, как это бывает очень часто. Через несколько лет фонд перестал существовать. Поезд ушел, миг удачи не был пойман. Другим интересным для европейского зрителя персонажем является Джон Дандас Кокрейн, британский морской офицер, автор книги о пешем путешествии через Россию и Сибирь до Камчатки. На самом деле это путешествие совершалось частично на лошадях и лодках. Но что интересно, что он пересек Якутию 2 раза по дороге на Камчатку и обратно. Кроме того, он женился на Ксении Логиновой, приемной дочери российского губернатора Камчатки. Этот сюжет, конечно, может послужить основой очень захватывающего киносценария, даже если ограничиться путешествием Кокрейна по территории Якутии. Во французских романах, действие которых частично происходит на территории Якутии, я рассказывал видео образы якутов в французской литературе XIX века.